Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! Надеемся, у вас прекрасное весеннее настроение. С вами передача «Якутия в мире». У нас сегодня в гостях якутянка из Москвы, Мария Васильева. Мария занимается кондитерским делом в столице, помогает открывать кондитерские в разных городах и проводит обучение по России, Казахстану, Объединенным Арабским Эмиратам и Италии. Но давайте обо всем по порядку. Мария, добрый день! Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Очень приятно быть сегодня вместе с вами. Меня зовут Мария Васильева. Родом я из города Вилюйска, из прекрасного города Вилюйска. После окончания школы я переехала в Якутск, поступила в университет, встретила свою любовь, создали семью, родили детей. Последнее мое место работы – это был многофункциональный центр, после чего мы переехали в Москву. Это был 2014 год. Мы вас знаем по инстаграм-странице и радуемся вашим успехам. Расскажите, как вы пришли к кондитерскому делу? После переезда в Москву у меня образовалось огромное количество свободного времени, которое нужно было чем-то занять. Было несколько направлений, чем я занималась. Одно из них я по индивидуальным заказам отправляла нашим якутянам одежду, обувь, аксессуары. Второе направление это было мейкап. То есть я недолгое время занималась мейкапом. Потихонечку отошла от заказов, выездов в этом направлении и начала печь дома. Декрет вообще с женщинами творит чудеса, открываются всевозможные грани творчества. И одна из этих граней, именно для меня, это оказалось кондитерское дело, которое переросло уже в дело всей моей жизни. Я не планировала превращать свое хобби в бизнес, то есть не планировала его монетизировать. Я просто получала огромное удовольствие, пекла дома, приглашала подружек на дегустацию, угощала соседей. На утренники всякие чаепития в школу я относила свои десерты. И тем самым у меня разлетелось сарафанное радио. Самая эффективная, хорошая реклама. Мне начали звонить родители одноклассников сына с просьбой изготовить им торт на заказ, капкейки на заказ. Я очень долгое время отказывалась, но один заказ я все же решила взять и попробовать себя в новом амплуа. Это был торт «Красный бархат». Девушка заказывала из Нью-Йорка. Мама на тот момент ее жила в Москве. Я справилась со своей задачей, и после этого заказа я поверила в свои силы, у меня выросли крылья. Я твердо решила, что отныне я начну заниматься кондитеркой. Мария, скажите, каково заниматься бизнесом в Москве и в других регионах России? Какие есть нюансы работы? Очень хороший вопрос, на самом деле его очень часто задают. Каково это заниматься бизнесом в Москве и в регионах России? Одинаково сложно, конечно. Это не зависит от территории, от локации. Одинаково сложно. В любом случае, первонаперво определяется целевая аудитория, упаковывается грамотно продукт, подготавливается уникальное торговое предложение, выстраивается хотя бы первоначальная стратегия, как вы пойдете, как начнете работать. Все, конечно, зависит также от бюджета, который вы заложили на рекламу. Если бюджет небольшой, то рассматриваются бесплатные, бюджетные, маркетинговые инструменты по привлечению клиентов. Вливание чуть больше, соответственно, возможности по охвату территории, охвату аудитории в том числе становится, конечно же, больше. А так, нюансов, разницы я бы большой не отметила. По крайней мере, на тех наших подопечных по антифраншизе, они у нас работают в регионе в том числе. То есть большой разницы с Москвой в каких-то вопросах мы не заметили. Какие у вас планы на этот год? Планов на этот год на самом деле не так много, но они все глобальные. Я пока делиться ими сейчас не буду. Я надеюсь, что в конце года я подытожу. И наглядно можно будет уже посмотреть, увидеть результат работы всей моей команды. Я очень надеюсь, что этот год у нас будет плодотворным. Мария, а какой совет вы могли бы дать тем, кто думает сейчас начать свое дело в кондитерстве? Их будет несколько. Первый – это все-таки решиться сделать первый шаг,
Второе, быть реалистами, снять розовые очки, выбросить их, ведь работать нужно будет усердно и много. Третье, научиться мыслить нестандартно, продумывать на шаг 2 вперед. Результат, который вы хотите достичь, он будет зависеть только от ваших личных вложений, то есть от вашего трудолюбия и личных качеств. Я уверена, у вас все получится. Спасибо, Мария. Вы отметили нестандартное мышление, креативный подход ко всему. А можно ли узнать, что вас вдохновляет? Так как направление у меня более такое творческое, я вдохновляюсь всем. То есть это может быть солнце после долгой зимы, это может быть какой-нибудь проливной дождик, красивый, это может быть красивый цветок, это может быть осенняя листва. То есть я вдохновение ищу и получаю от всего. Какие у вас ассоциации с Якутией? Что бы вы о ней хотели рассказывать своим друзьям, партнерам и подписчикам? Якутия – это мое сердце и душа. Якутия – это мое детство, лето у бабушки. Это руки теплые мамы, это река Вилюй, это школьные годы, студенческие годы. Это знакомство со своим мужем, это наша свадьба, создание нашей семьи, рождение наших детей, первые мои коллеги. Все мои воспоминания связаны с Якутией, самое дорогое и бесценное, что есть у человека. Мои друзья, партнеры и подписчики о Якутии знают не понаслышке. Многие из них были в нашем Якутске, но у многих родители, родственники работали в Якутии. Был даже случай в Казахстане, в Алматы, я когда ездила, на мастер-класс записалась женщина только потому, что я из Якутии. Она работала в Кызылсыре. Она скучала по тугункам нашим, по осетровым рыбам, по строганине. И она пришла и говорит: Мария, я пришла ради того, чтобы обнять вас, потому что вы из Якутии. Мария, ваши пожелания тем, кто слушает нашу передачу? Всем слушателям я бы хотела пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия. С огромным уважением, Мария Васильева. Мария, огромное спасибо, что уделили время. Желаем вам дальнейших успехов, и пусть все планы 2021 года претворятся в жизнь. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была Мария Васильева из Москвы. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. Дорогие друзья, берегите друг друга. До новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Ты